Приветствую, шановные белорусы! Меня зовут Анастасия Костюгова, и сегодня у нас в гостях Александр Добровольский, советник Светланы Тихановской, и Артем Проскалович, участник команды юристов Народного антикризисного управления. Сегодня мы собрались поговорить о референдуме. Почему сегодня? Потому что сегодня годовщина с референдума того самого 1996 года, уроки которого мы сегодня тоже обсудим. Мы здесь для того, чтобы разобраться в единой стратегии по референдуму 2022 года, которые предложили демократические силы. В ответ на эту единую стратегию пришло достаточно много фидбэка, разгорелись большие дискуссии, мы получили много комментариев, и самый популярный из них мы сегодня обсудим с нашими экспертами. Здравствуйте, Александр и Артем. Зачем вы решили просто повторить опыт 2020 года, при том, что ситуация намного хуже, чем тогда? Давайте представим себе ситуацию перед 2020 годом. В стране фактически диктатура, не все понятно, что будет, понятно, что люди хотят перемен, но самое главное, что это совсем не та ситуация, которая была после выборов. После выборов оказалось, что перемен хочет большинство. До этого мы могли только об этом догадываться. И после выборов оказалось, что люди стали гораздо более активными, чем раньше. И мы, к сожалению, не смогли это полностью использовать, но мы показали и себе, и власти, и всему миру, что власть потеряла легитимность, и Беларусь нуждается в переменах. Если мы считаем, что ситуация стала хуже, то мы можем сделать два действия. Не бороться или бороться и выбрать какой-то из возможных способов борьбы. Если выбирать способы, то каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Мы очень внимательно взвесили последствия развития событий и считаем, что то, что мы предложили, когда у людей абсолютно нет никакого выбора, и референдум является обманом, мы предложили сделать так, чтобы бюллетени были недействительными, и это нельзя было использовать для каких-то полезных для режима действий. С другой стороны, это был бы вотум недоверия Лукашенко, вынесенный на этом референдуме. Вот наш выбор, и мы предпочитаем бороться, чем просто ждать. Александр, вот еще вам вопрос. На что опирались демократические силы, когда выбрали именно такую тактику, именно пойти и активно выразить свое несогласие на участках? Почему демократические силы решили, что люди готовы это сделать? Мы опирались на несколько соображений. Во-первых, это опросы общественного мнения. Мы видим по опросам, что люди готовы идти, около 70%, и выражать свое мнение. Перевоспитывать 70%, наверное, не самая разумная затея. Если за бойкот менее 20%, то мы постараемся сделать так, чтобы все-таки было единое действие. Второе, речь идет о мобилизации. Если люди действуют согласованно, вместе и действуют, то это способствует мобилизации. И если будет благоприятная ситуация, то события будут развиваться дальше. Если говорить о том, что люди не идут, то это способствует более пассивному поведению. Все-таки, если мы хотим перемен, мы должны использовать активное действие. Вот это самое главное. Если выбрать дальше, а что делать, когда ты пришел, то мы выбрали протест, который показывает, что референдум – это обман и не предоставляет выбора. И вот два крестика – это как раз то, что мы призываем сделать, чтобы поставить крест и на референдуме, и на беззаконии, и на бедности, и на всем том, что связано с тем кризисом, в который вверг страну Лукашенко. Допустим, люди приходят на участки и выражают свое согласие, ставят два крестика напротив вопросов. Что дальше? Есть ли какой-то план на после? Потому что мы знаем по опыту 2020 года, что мобилизованное общество нужно куда-то направить, нужно дать выход этой мобилизации. Есть ли план у демократических сил для того, чтобы пришедшие люди смогли этот мобилизационный потенциал как-то выразить? Раскрывать все карты на сегодняшний день мы не готовы. Есть ряд тактических приемов, ряд тактических действий, которые будут предлагаться по мере приближения даты референдума. Если говорить о том, что может произойти после референдума, когда люди в очередной раз поймут, что, несмотря на все их действия, режим планирует их обмануть, тут все будет зависеть все-таки от настроения
самих белорусов, от их готовности действовать тем или иным образом. В любом случае прорабатываются все сценарии развития событий для того, чтобы действительно быть подготовленными как к противодействию со стороны режима, так и к тому запросу, который может исходить от людей. Я думаю, что сейчас мы готовы будем лучше к тому, чтобы если вышли большое количество людей, они знали, что делать. Для этого есть план Перемога. Я призываю регистрироваться в нем, это безопасно. И люди, которые занимаются этим планом, мобилизационным планом, это профессиональные силовики, которые прекрасно знают, как организовывать такого рода акции. Также я призываю подключаться к рабочему движению. Все это будет способствовать тому, чтобы мы были гораздо лучше готовы, чем в 2020 году уже к массовым протестным действиям. Хорошо, и все-таки, почему не бойкот? Мы были организаторами бойкота в 2000 году, и мы провели очень много акций в разных городах Беларуси, чтобы показать, что выборы нечестные, что голоса не считают. И наша деятельность была достаточно успешной. Много людей приходило в разных городах для того, чтобы участвовать в этих акциях и потребовать новых честных выборов от власти. Большая команда на это работала, было все очень хорошо организовано. И финальная акция в Минске практически не состоялась, пришло пару сотен, потому что психологическая подача «не приходите», бойкотируйте, привела к тому, что люди просто перестали куда-то приходить. Это не мобилизует. Это самая главная причина, почему не бойкот. Еще одна причина, о которой я уже сказал, около 70% людей собираются идти, и меньше 20% избирателей собираются бойкотировать. Я думаю, что лучше переубеждать 20%, чем 70%, а на самом деле те, кто за бойкот, фактически это тоже наши единомышленники, они тоже не будут голосовать за эти предложения, и мы должны найти для них нормальные способы действия, чтобы они тоже участвовали в этом политическом процессе, и мы их найдем. Артем, что вы думаете? Надо понимать, что бойкот – это не бездействие как таковое, потому что бойкот не равно равнодушию или безразличию. Бойкот – это активно занимаемая позиция группой граждан, которые считают, что в том или ином политическом процессе не нужно или нельзя участвовать по тем или иным причинам. У них должна быть возможность говорить об этом, объяснять, почему они занимают такую позицию, привлекать своих единомышленников в свои ряды и явно проявлять свою позицию и фиксировать свое количество. Когда вот этого вот всего нету, то и бойкота на самом деле нету. Это самый лучший вариант для режима, когда все проходит тихо, спокойно, по их сценарию, не ярко, не броско, без какого-либо действия со стороны граждан. Но ведь кроме людей, которые считают, что бойкот самая подходящая стратегия, есть еще и те, кто, например, считает, что нужно выносить бюллетени или там рвать их. В общем, есть много разных точек зрения, и как же нам объединить всех под какую-то единую стратегию, всех, у кого разные взгляды? Только то действие, которое делает максимальное количество людей, будет заметно и будет эффективно. И это самый важный аргумент для тех, кто нас услышит. Мне кажется, что если у нас будет 5 гениальных стратегий, и мы их все 5 применим, то этого никто и не заметит. Дело в том, что когда люди собираются вместе и имеют единую позицию, и единое действие сопровождает эту позицию, тогда к ним обязательно прислушиваются, их голос будет звучать громко. Это самое главное соображение. Мы пробовали уже разные способы и выносить бюллетени, и рвать бюллетени. Самое главное, что это действие, которое мы предлагаем, должно быть простым, понятным и безопасным. Такой вопрос, Александр, вам. Вы свидетель этого события, вы помните, что такое референдум 1996 года, как он произошел и какой урок нам бы всем стоило вынести из тех событий. Расскажите, пожалуйста, самое главное, что, наверное, каждый белорус, который не помнит или не видел этого события, должен для себя понять про референдумы, которые проводит Лукашенко. Прямо перед референдумом, когда Лукашенко захотел принять конституцию, которая убирала все преграды на пути к его власти,
Он силовым образом заменил председателя Центральной избирательной комиссии Виктора Гончара. Я был тогда в кабинете Гончара, когда на нас навалилась охрана Лукашенко и просто вынесла нас оттуда. И он тогда поставил Ермошину, которая начала считать не голоса людей, а указания власти. Это первое, самое главное, что делает этот референдум нелегитимным. Второе, Конституционный суд перед этим признал 15 указов Лукашенко неконституционными, их отменил. Лукашенко взамен издал распоряжение, которым предписал исполнять эти указы. Это вот был такой конфликт с Конституционным судом. Депутаты собрали подписи за то, чтобы объявить импичмент Лукашенко. К сожалению, он не удался, потому что нас таких было мало, всего лишь 73 человека. И многих запугали, многих перекупили. Самое главное, вот этот вот урок, это то, что верить этому человеку невозможно. Он преследует не интересы страны, а свои личные интересы, интересы своей личной власти. И поэтому сказать «нет» Лукашенко – это то, что уже сделали белорусы, и нам придется сказать «нет» еще раз, потому что недостаточно было того действия, которое было в 2020 году. В этом смысле я думаю, что нам нужна стратегическая настойчивость и упорство. Мы должны добиться своего, потому что Беларусь заслуживает лучшего. Артем, как вы думаете, а зачем Лукашенко этот референдум вообще? Лукашенко абсолютно не нужен этот референдум. Как бывший работник администрации президента с однозначной уверенностью могу сказать, что если бы стояла задача выполнить поставленную задачу быстро и четко, то это было бы сделано в течение месяца-трех, даже с таким серьезным вопросом, как подготовка новой Конституции. Тем более, что разговоры об этом ведутся с 2019 года, как минимум, и ни один проект уже был подготовлен. И мы можем наблюдать, что ему не нравятся подготовленные проекты, у лиц, которые готовят предложения, нету ответов на многие вопросы, они надеются на то, что он примет решение, он не принимает это решение, потому что у него тоже это не стоит на повестке дня просто-напросто. Для него страшен даже сам факт того, что придется сменить кресло президента на трон председателя ВНС, потому что это потеря управляемости, потеря рычагов давления и влияния, неподконтрольность всего и вся одному только ему. Поэтому максимально, насколько он может, он оттягивает этот вопрос, но дальше он оттягивать его не может, потому что предложение о конституционной реформе было внесено по результатам Всебелорусского народного собрания. Уже пройдет год, дальше тянуть как бы абсолютно моветон, и поэтому только введение чрезвычайного или военного положения на территории страны позволит ему переносить этот срок проведения референдума дальше. Давят на него, я думаю, обстоятельства, потому что ни дня спокойного с 9 августа у него не было, народ его не принял, он не является главой государства, каждый день ему приходится жить в этой парадигме, поэтому, возможно, он ищет некой легитимизации своей новой должности. Отчасти наверняка давит на него Россия, потому что, несмотря на все слова на камеру, прекрасно понятно, что в Беларуси неспокойно, ничего не закончилось, и поэтому нужно придумывать какие-то новые механизмы и инструменты запудривания мозгов, в том числе людям, под личиной какой-то конституционной реформы, в ходе которой предложат отдельные элементы демократических институтов, но на самом деле, по большому счету, ничего не поменяется в лучшую сторону, а только в худшую, потому что у людей отнимут окончательно право доступа к прямому управлению страной, когда вся власть перейдет, возможно, в руки Всебелорусского народного собрания, в том числе, возможно, и назначение на должность президента. На Лукашенко давят обстоятельства, и ему нехотя абсолютно приходится идти на этот референдум. Хорошо, тогда перейдем к последнему, наверное, на сегодня вопросу. Референдум — это и есть день X? Нужно ли к нему относиться как к какой-то дате финальной схватки? Александр. Я думаю, что он может стать днем X. Станет ли, мы посмотрим. Но я абсолютно убежден, что если посмотреть на ситуацию глазами Лукашенко, то у него гораздо больше поводов для пессимизма, чем у демократических сил. Во-первых, то, что он делает сейчас, это огромная западня для него, потому что система, которая предлагается
при наличии этого Всебелорусского народного собрания абсолютно неработоспособна, и точно власть пойдет в разнос, и Лукашенко власть потеряет. Если он не проведет референдум, откажется, значит, он струсил, нарушил свое обещание. То есть символическое поражение его ждет в любом случае. Если он будет пытаться затягивать какое-то там положение, чрезвычайно будет вводить, то все равно бесконечно затягивать невозможно. Корень кризиса в том, что доверие людей к Лукашенко исчезло, и кризис может быть разрешен только путем проведения новых выборов. Есть ли кому-нибудь еще добавить напутствующие слова белорусам, которые сейчас сомневаются и думают, участвовать ли в этом референдуме или проигнорировать его? Не так уж важно, что мы будем делать, чтобы сказать Лукашенко нет. Главное, чтобы мы сказали это вместе, громко и одним и тем же способом. И это обязательно будет иметь серьезные последствия. Мне кажется, что Артем абсолютно прав, когда говорит, что это будет день X для Лукашенко. Мы начали долгий и сложный путь, может быть, даже и не в 2020 году, но в 2020 году мы вступили на него максимально уверенно, ярко и понятно для всех. Мы поняли, в чем проблема, корень зла, где лежит ее решение, и нам не остается ничего другого, как продолжать следовать этому пути, пройти его до конца и победить. Призываем всех присоединяться к стратегии демократических сил, призываем появляться и делать бюллетени действительными, и следить за нашими новостями. Мы будем показывать и рассказывать о новых деталях тактики, о новых участниках нашего плана и обо всем, что вам необходимо знать. А также распространяйте информацию или просто делитесь в своих соцсетях. Спасибо.